Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши новости. Интернет опять гудит по поводу закрытия Ютуба. На этот раз кажется, что все-таки закроют. И даже грозят наказанием тем, кто будет смотреть через VPN. На других платформах у нас очень мало подписчиков. Подпишитесь, пожалуйста, кто еще этого не сделал. Ссылки внизу в описании и в закрепленном комментарии. Найти наш аккаунт на Дзене, Телеграме и Рутубе несложно. Достаточно набрать Лара Володина или «Спасение якутских бездомных». Друзья, это очень важно. От вас зависят сотни жизней. Если YouTube запретят, будет невозможно спасение и содержание собак. Пожалуйста, будьте с нами и на других платформах тоже. Подписывайтесь как можно быстрее. Друзья, началось самое трудное время. Расходы не уменьшились. Денег катастрофически не хватает. Вот ситуация с Ёжей. Первую клинику оплатили частично. Сейчас нужно забирать малышку из стационара. Но мне нечем оплатить ее лечение, а без оплаты не отдадут. Ёжа не должна жить в клинике, иначе долг будет расти. А средств, собранных на вылет, тоже недостаточно. В любой день они могут понадобиться, и их может не хватить. Друзья, помогайте, пожалуйста. Помогайте. Без вас нам не справиться. Друзья, и снова о нашем Робине. Мы его перевели в тепло и лечим воспаление в ноге. Об этом мы рассказывали вам. Но также продолжаем искать хорошего специалиста по спасению этой ноги. Ведь ногу хочется сохранить, а не ампутировать. И вот еще одно мнение хирурга, главврача, которому удалось попасть на прием на этой неделе. Правильный подход должен быть вот каким. Это реоперация по восстановлению максимально возможной целостности этой кости. То есть срезается, удаляется вся патологическая надкостница, которой быть не должно. Обновляются края перелома старого. Ставится на место, как должно быть, не так, а вот торцевыми частями и фиксируется. При этом ревизии в окружающей ткани все счищается. Идеальный вариант — это пластина. Пластина для такой собаки должна быть мощная, длинная. Это правильный подход. Есть другие варианты. Другие варианты — это прием антибиотиков НПВС на какое-то время при промывании вот этих пластей. И по идее это должно дать результат на какое-то время. На какой, не скажу. По цене сколько будет, что? Мы не сможем сделать такую операцию. Нет, да? Мы не сможем это сделать правильно. Это сделает Ягников, Ветпроф Альянс, они занимаются костями. И сделает вам Акимов в этом самом Сколково. Акимов. Потому что вам нужны титановые длинные пластины, мощные. Во-первых, вам нужно вполне, ну ладно, вам расскажут, но я так в двух словах. Вероятность того, что вам понадобится 2 операции, достаточно большая. То есть чистка, в первую очередь, очистка полностью, потом подбор пластины, и потом уже фиксация этой пластины. Это мы обсуждаем вариант правильного подхода. И в этом случае вероятность рецидивов снижается прям очень сильно. Суть этой операции в том, чтобы запустить функционал формирования красного костного мозга внутри этой кости, чтобы она соединялась вся и кровоснабжалась правильно, а не так через вот эти все петли. Друзья, в нашем чате финкураторов девочки решили спасти несколько малышей, щенков, из ППЖ и с улиц. Вот этих 2 малышек забрали из ППЖ, а с ними и еще 2 несчастных. Их сдали туда в тот же день, в который мы увидели Ёжу. Посмотрите, это же сестрички Ёжи. Нелюдь привез их в ППЖ. Там щенки не выживают, везде энтерит. Да и эти малышки больны тоже. Нашей Ёже повезло. А ее сестренки сейчас борются за жизнь.
Давайте поможем детям выжить. Только обязательно подписывайте перевод словом «щенки», «щенкам». Пожалуйста, помогите им. Время 1:30 ночи. Температура 39,7. Лапы красные от высокой температуры. Вот. Капаем рингер. Аппетита нет, не кушает. Рвота есть. Воду совсем маленько пьет. Видите, у нее дрожь по телу от высокой температуры. Сейчас поставлю ей анальгин с димедролом, чтобы поспала и температура спала. Давайте поможем детям выжить. Только обязательно подписывайте перевод словом «щенки», «щенкам». Пожалуйста, помогите им.